Гостиница, гордо носящая название города Сибай, являлась своеобразной визитной карточкой столицы Зауралья. Она была основана в 1977 году и эксплуатировалась по прямому назначению вплоть до 2006 года. Затем это здание было передано Зауральскому филиалу Башкирского аграрного университета, и в течение ряда лет гостиничные номера продолжали служить студентам в качестве общежития. В связи с недавним закрытием учебного филиала пятиэтажное строение оказалось брошенным. Простоять в своем привычном цельном облике ему сулило недолго. На сегодняшний день фасад городской достопримечательности представляет собой удручающее зрелище. Разбитые стекла, вырванные оконные блоки, облезшие стены, раскуроченная система отопления. Проникновению внутрь, как удалось убедиться нашей съемочной группе, совершенно ничего не препятствует. Входная дверь не заперта. Теперь вот так выглядит некогда шикарный холл гостиницы: груды мусора, выломанные стены, обрушенный потолок. Этажи, где размещаются жилые комнаты, также не в лучшем виде. Складывается ощущение, что отсюда наскоро бежали, как из-под бомбежек, побросав свои пожитки. В пустующем здании есть чем поживиться охотникам за чужим имуществом. Люди пытаются утащить унитазы, кровати, стулья и столы. Судя по оборудованным спальным местам, здесь устраивают ночлежки лица без определенного места жительства. А это чревато возникновением различных происшествий, например, пожара, ведь данное здание на сегодняшний день не отапливается. И тут само собой возникают извечные вопросы: кто виноват и что делать? Находящееся практически в центре города здание можно было бы использовать под сдачу жилья в аренду нуждающимся семьям. Доход в копилку получился бы неплохой даже при элементарном расчете. Гостиница насчитывает порядка 150 комнат. Если все их сдать в среднем за 1500 в месяц за каждую, вышло бы 225 тысяч рублей, за год почти 3 миллиона. Но по данным Комитета управления собственностью, бывшее здание гостиницы «Сибай» находится в республиканском ведомстве, и местные органы власти не имеют к нему никакого прямого отношения. Теория разбитых окон, сформулированная американскими социологами Джейсом Уилсоном и Джорджем Келлингом, основывается на таком типичном примере, что если в здании разбито одно стекло, и его никто не меняет, то спустя время в нем не останется ни одного целого окна. Следовательно, попустительство общества по отношению к мелким правонарушениям непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьезных преступлений. По этой причине мы долго сомневались, стоит ли выдавать данный сюжет в эфир и придавать ситуацию всеобщей огласке. Однако настоящие кадры свидетельствуют о том, что процесс начался, и молчать больше не представляется возможным. Остается надеяться на бдительность и порядочность сибайцев, а также на сознательность лиц, стоящих во главе ответственных структур. Ринат Музафаров, Елена Афанасьева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.